Делаем зарядку, заряжаемся позитивом с самого утра. Чего ты ожидаешь от этого дня? Ну, я надеюсь, что здесь потеплеет, вот, и что нас покормят, и что отпустят. Отлично, зарядка на морозе, прекрасное утро. Утреннюю зарядку сделали, позавтракали, зарядились хорошим настроением, а теперь пора учиться. Ведь впереди 4 лекции, времени мало, а нужно все успеть. Мы сегодня на лекции проходили структуру профсоюзного бюро факультета, разбирались с обязанностями членов профсоюзного бюро и немножечко поиграли, познакомились друг с другом и немножко поучились друг друга слушать. Заряжены положительными эмоциями. Первые 2 лекции были очень интересными, и мне хочется идти дальше, мне хочется еще много-много дней. Тактика ведения переговоров, или назывался он примерно так, и он был очень интересным. И тут мы выяснили, что один из нашей команды человек, он умеет очень хорошо играть, очень хорошо играть. Моя лекция называется «Микроклимат в коллективе». Она ориентирована на будущих председателей, лидеров общественной организации, которые формируют морально-психологический климат в коллективе. И я надеюсь, что она поможет людям определиться с тем, в каком векторе развивать, в психологическом векторе развивать свою команду. Было очень интересно, я записала некоторые из них и думаю, буду применять на практике. Подготовка социальных проектов идет полным ходом. Проблема донорства, жилья студентов, пассивности и трудоустройства. Как их решить? В проекте мы выделили проблему пассивности студентов. То есть мы хотели рассказать о том, что нужно как-то бороться с ленью студентов, с недисциплинированностью, нужно что-то делать, нужно что-то создавать, и мы хотели донести именно эту информацию. Учусь я вожу, живу и не тушу, филолог, инженер, матфак, ФНГ, физфак и геофак. Мы здесь не просто так, сегодня мы обсудим важные проблемы. Наш проект называется «Добро 24/7». Мы хотим своим проектом сагитировать и смотивировать людей на то, чтобы они работали на благо обществу. Наш проект заключается в том, чтобы пассивные студенты вкладывали свои усилия, не ленились и творили добро вместе с нами.
Конкурс социальных проектов прошел очень удачно. Не думал, что у студентов есть такие интересные идеи. Реализуемый проект был это «Пассивный студент». И если ребята на самом деле возьмутся, я готов прокурировать именно этот проект, помочь им проконтролировать это все и реализовать это. Вот. Самым загадочным мероприятием этого дня стала деловая игра. Давайте узнаем, какие впечатления остались у наших участников. Нам ничего не рассказывали, даже вожатые молчали и таинственно улыбались, но теперь мы прошли тут нелегкий путь, и мне до сих пор интересны результаты, манго я или мандарин. Игра данная мне безумно понравилась, новые ощущения, все очень круто. Спасибо тем, кто устроил вот это все, огромное спасибо. Я поняла, что мне есть куда расти. Честно, я ничего не понял вообще, что произошло, потому что вроде как бы начало такое, ну, что-то интересное было, в дальнейшем как-то начало все меняться, непонятно, что происходило. Сейчас я очень сильно хочу узнать, в чем вообще все заключалось. Второй день школы профсоюзного актива подошел к концу. Он запомнился нам новыми открытиями, яркими впечатлениями и положительными эмоциями. Третий, завершающий день школы профсоюзного актива начинается. От школы профсоюзного обучения я получила, во-первых, кучу положительных эмоций, я познакомилась с множеством новых людей, у меня появились новые друзья, новые знакомые. Естественно, я получила огромный опыт, то есть теперь я более развита, и этот весь опыт я могу передавать другим людям, и очень здорово, очень классно все. От этой школы я получила очень много положительных эмоций, новые знакомства, очень много знаний, которые будут действительно важны, то есть я их буду применять в жизни. Ребята, видно, что им действительно это все интересно, что действительно они вот эти полученные знания будут применять в будущем, потому что когда я вот наблюдала за ними, когда они проходили эти тренинги, было видно, что они заинтересовались, было видно, что у них как-то глаза горели. Самое крутое событие — это флешмоб, наверное. Очень круто, когда все вместе танцуют и сплачиваются друг с другом. Школа студенческого профсоюзного актива «Взгляд в будущее» подошла к концу. Мы желаем вам успехов в реализации ваших проектов и надеемся, что эти 3 дня настроили вас на дальнейшую продуктивную работу.